первой избушки вот тут дорога у нас идет. Ну, много походов еще будет в дальнейшем. Там будем ходить пешком на рыбалку или еще на мотике, может, проедем. Но вот сколько здесь промыло рекой, и дороги практически нету. Там уже немножко прорубили, видимо, на вездеходе там проезжают. Вот. И там дальше, там уже озеро. Там дальше озеро, наверное, не знаю, метров 20, наверное, до озера остается. И каждым годом все вот берег уходит, блин. Вот смотрите, в этом году очень даже много здесь промыло-то. Ну, такой поворот сделала. Да, и там прорубили свежие вырубы там. Да, курилка тут была, курилка свалилась, это в прошлом году уже. Кто постоянно смотрит видео, все время показываю обновления, знаю, когда что было. Это уже зимой вроде как этой курилки или осенью уже даже, может быть, не было. Сейчас время, ребята, 5:53 утра. К речке поехали где-то в 3 часа, там пока грузились, и до первой избушки. До первой избушки у нас сколько там? Ладно, отдыхает. До первой избушки у нас, ну, километров 17, наверное, по речке. Немного. И вот за это время у нас, ну, 6 часов уже приближается. Что-то у меня аппетит заигралось. Вообще хочется уже пожрать что-то. Сейчас на мелкую маленькую речку, как доедем, наверное, где-нибудь. Может, чай можно попить. У меня тут в термосе чай есть, все есть. Что-то захотелось, честное слово, покушать. И ведро здесь, колбаса, хлеб. Ну, в принципе, еда у нас на полмесяца с собой. На 2 дня едем, а еды как много взял тоже, я не знаю, не могу приучить себя, чтобы меньше, ну, все в норму брать, чтобы хватило и лишнее не брать, но все время у меня получается наоборот. На день не еду, а на неделю еда у меня с собой. Да, ну воды, конечно, много еще. На то место, вот палка стоит, и даже полноводье не уплыла. Здесь я ветель ставил. Приезжали зимой, ветель смотрели, на буране вот тут стояли. А там озеро, вон и тоже лодка. Там лодка стоит, и озеро вон такое большое еще выходит. С этого места еще снимал этих 2 лисы на берег, когда выходили. Да. Воды море вообще. Заехали на мелкую реку уже. И сразу начинаются заторы. Ну, это мелкие там, на дерево. Тут уже быстро не проедешь. И на средних оборотах, наверное, где-то местами полный ход, где-то средние обороты. Ну, спешить некуда. Время есть, погода пока ясная. Внимательно смотреть следы, может, кого увидим. На речке, на большой речке было очень много уток. Ну, снимать уже не стал, там не успеваю, просто они взлетают и улетают быстро. Влад спал, сейчас проснулся, я сбросил газ там. Когда меняется звук мотора, сразу глаза открывают, что одна, что вторая собака. Будем надеяться, что заторов меньше.
даже очень тяжело было спускаться. Вот. Подниматься не так нормально, еще воды много было, а спускаться уже было тяжелее. Вот эти елки опасные, вот такие елки. Вроде и не очень большая, она сучья у них. Сучья сухие. И как кинжал, блин, честное слово, они могут так проткнуть этот жесть оцинкованный только в путь. И следы много этих выдры. Следы выдры уже с первого километра, с первых метров на каждом песке везде следы выдры. Очень много следов. Ну, это тоже не так радует. Это следы выдры, это убийцы там, блин, этих рыб. Обычно вот в это время, когда поднимаешься, там зачастую можно увидеть этих зайцев, но вот свежая трава уже выходит, свежая трава, и они пасутся, они выходят по утрам, там они на лугах сидят, любят там возле берега там сидеть, и иногда вот когда поднимаются, раньше, когда было, встречали там по несколько штук, за поездку там штук 7 можно было встретить, еще. В прошлый раз, когда в город ездил, там одного видели мы, через дорогу перебежал возле Большелуга. Да, Большелуга. Но цвет такой серо-белый, там еще не коричневый, не серый. Такой цвет. Половину пути поедем, там уже станет интереснее, там уже следы медведя, я думаю, все равно уже увидим, должны быть. Здесь не так часто я вижу их, а повыше уже в сторону Избы, там конечно, уже, если не увидим, я не расстроюсь, следы медведя не столь важны для меня. Даже легче на душе, пусть уходят с моей территории, где я охочусь. Короче, едем. Если что-нибудь интересное увижу, конечно, обязательно включу камеру, а так непонятно, что снимать. Ну, однообразно. Едем и едем. Мелкие заторы, и пока ничего такого не наблюдаю. Узкие места. Ну, сейчас еще воды в море, а так летом вообще непроходимо там. Воды мало, коряги на коряге там. Моторы ломаются, бьется об коряги там. Тяжело в этих по таежным речкам ходить. Так. Сейчас на средних оборотах я поднимаюсь. Спешить не буду. Вообще едем. А туман лег опять. Пусть лежит. Бывает, там выключишь камеру и что-то интересное сразу увидишь. Большой заторчик. Большой заторчик. Так. Придется там, наверное, спилить. Угу.
Да. Да, придется пилить. Здесь плавает, но это держит поперечина. И задний, если включить, тронется нет. Хотя нет. Задний включил. Не потащит. Бесполезно. Короче, будем рубить, пилить. По-другому никак. Первый мелкий затор у нас, который придется поработать с топором. Да, Тлан? Застряли мы? Но это не беда. Кто-то там вон пилил березу, пихту. Там как-то проходили. А сейчас уже по-новому это бревно пришло. Там спилим, небольшой коридорчик сделаем, там проскочим. Вон там плюет половина дерева. Спилили тут небольшой кусок. И здесь уже проскочим. Вот так. Остальное уже на обратном пути допилим. И что еще будет? Вода упадет или наоборот поднимется. Пока так все оставим. Все нормально. Поедем дальше. Это не затор, это так. Мусор небольшой. Пилой поработал. Ладно, тоже думаю, что пиля, что случилось. Но так, нормально все. Это как его... Ну и забыл, что-то хотел сказать. И здесь вот напрямик пробил берег. Вода, но завалило, не знаю, там, когда дорога будет через это место, где течением промывает там берег. Но со временем там, наверное, все равно течением пробьет это место, и будем там ездить еще, ходить. Листьев практически вообще нету. Здесь чем выше поднимаешься, тем холоднее, севернее. Если внимательно присмотреться, вон следы там ошкуренные черемуха, это закусывали тут лошади, видимо, вон там тоже. И думаю, весной здесь проходили лошади. А следов нету их. Следов переходов пока нигде я еще не встречал. Может, где-то шастают, но переходов нету. Кресло неудобно я положил, мешает на коротком поводке сидит, неудобно. Но ничего, это я когда буду уверен, что она будет себя вести, нормально в лодке, там не будет выпрыгивать или еще, я буду, конечно, без поводка держать, как Айда. Айда без поводка сидит. И его также буду держать без поводка. Это сейчас приучиваю к лодке. Неудобно, но нормально. Должен перетерпеть это. Везде завалено. Вот вода упадет, это непроходимые места еще будут, еще очень даже непроходимые. Еще заторы там появятся, там с верховья там валежники там приплывут.
берегу там смотреть, там следы, очень даже интересно. А уток, между прочим, тут нет. На большой воде было, а здесь, на большой реке, а здесь нифига. Нету. Опять, блин, завал. На каждом повороте, буквально на каждом повороте и завалы. Не крупные, но все равно время теряем, блин. Везде надо останавливаться, там прорубить или еще. Надо проскочить, удастся, нет. О, блядь. Железобетонно он стоит, оказывается. Я думал, плавает, а нифига. Придется там, наверное, прорубить лучше топором. Лежать, чем здесь. Этот вообще мертво стоит, там длинное дерево оказалось. Тоже елка там сучья, блин, опасно. Ладно, ребята, на такую ерунду, наверное, больше я снимать не буду. В общем, все понятно. На каждом повороте вот такие мелкие заторы. Буквально на каждом повороте. И все время надо останавливаться, рубить, пилить. Короче, я это, наверное, снимать не буду. Если большой затор будет, там, может, поснимаю, а так. Все ясно, понятно. Теряем время с этими съемками. А нам еще ехать. Блин, ничего не успел сделать. Пока включал камеру, там рябчик на солнце видел, как бежит по земле. Остановился, включил заднюю скорость, а, блядь, мотор поднялся и, короче, убежал. Хотел показать весеннего рябчика, который бегает по земле, но ничего не получилось. Ну да. Так, свистел еще один, я слышал, пониже, а ну да, если подняться там, можно еще, да, не будем уже терять тоже время. Осенью они любят, когда поднимаешь, они перелетают там по берегу, много раз можно встретить так. Такой крутой поворот, может где-то здесь он. В эту сторону он побежал, может удастся заснять. Ну да, где-то он тут и был, буквально здесь, вот тут. Только с другого места я снимал. Спрятался. Пускай бегают, размножаются, если нет, как его, не погибли морозы. Сегодня 3 июня, а еще у нас стоят морозы, минусовые температура ночью. Не знаю, боровая выживет или нет. Будем надеяться на лучшее. Там я эту, как сказать, блин, ой, осина была, посередине спилил, не прорубил, а посередине спилил, там все открылось, все четко получилось. Вот так и едем. Себе всегда говорю, что не буду снимать, а вот хочется показать природу, вот хочет показывать природу, вот. Отличная погода, отличная природа. В прошлом году вот тут большой затор был, вот здесь, ребята, вот тут. Вот тут. Должны помнить. Вот береза, вот тут все и держала. Там я еще. Вот где я пилил, там видно, что елка небольшая, спилена. Здесь вот завал был. И вот такой большой омут, поворот здесь, блин. Вообще страшное место, глубокое.
А здесь большой затор был. Люблю, в принципе, это место, но хотел даже и избушку, думал, здесь поставить. Проходную тоже. На разок я там тайгу посмотрел, там вообще жопа, там сырое место оказалось, непроходимое, неприятное место, чтобы пешком ходить там. Такого сухого места вообще нету. А речка, место здесь интересно, нравится. Она, конечно, все затапливает тоже тут. И такого, скажем, для избы, чтобы поставить такого из стройматериала нету. Одни елки и береза. Сосны даже нет. Там дальше гиблое место, ребята. Вообще гиблое. Туда я больше не полезу. Только возле речки здесь. А тайги там, там болото, сыро, неприятно вообще ходить, тяжело в таких местах. И выгод тоже там я никакого не нашел в той стороне. Планов, конечно, много, как всегда. Там, здесь что-то еще сделать. Еще не успеваю. И солнце уже начинается прятаться, но уже дожди пойдут. После обеда может. Ни одного зайца. Нигде. Ни одного. Такие луга иногда бывают, встречают, и нету зайцев, нету. Следов даже на песках нету. Все время на берег смотрю. Тулан смотрит. Что опять случилось? Почему остановились? Придется остановиться, потому что нам надо опять пилить. Пилить. Пилить и пилить. И не один затор такой. И придется остановиться. Также, наверное, спилю. Такой страшный опасный затор, как я смотрю. В одиночку труднее в таких случаях. Если вдвоем один держит лодку, другой пилит, намного удобнее. Да? Неудобно тебе? Тулан? Ну ничего, терпи. Так. Сперва надо думать, что и как делать. Потом уже решить эту проблему. Придется снизу, наверное, спилить, чтобы не задавило там шины, придавило. Тоже с берега деревья ушли. Так, ну что, ладно, терпи. Так. Вот. Течением давит туда и вниз. Надо шиной снизу вверх пилить. И нормально коридорчик и поднимемся и обратно пути тоже. Еще, если вода упадет, будет место, где плыть. Будем пилить.
Ну вот. Ну вот. Летим. Очередной затор. И летим. Вон. Живут родимые. Где-то на другом заторе остановится. Вот так. Все. Коридорчик такой будет. Видели? Сколько тут. Сколько тут хлама. И еще мелкие бревна придут сюда. Течением принесет, и вообще завал такой будет серьезный. Вот видели, один там прошли, а там уже дальше то опять тоже деревья на речке, каждые 100 метров, не только на каждом повороте, а уже на каждом 100 метров, потому что реки сейчас никто не чистит. Сплава нету по рекам, а раньше по мелким рекам даже сплавы были, и все чистили, все реки. Главное, чтобы дождя не было. Дождливую погоду хреново на лодке тоже ходить, тем более я в очках, и козырек забыл, все забыл. Хотел шапку с козырьком, и забыл положить. Ни одного следа, ни одного перехода, ничего нету. Лес голый. Волки, наверное, всех лосей выгнали. Лосиных следов, ничего нету. Что-то я заметил, ребята. Сейчас вернемся половину пути, но уже недалеко. Наша граница уже там будет, избушка. И начинается медвежьи следы, наверное. Но это прошлогодний мелкий, наверное, который был. Это, думаю, его следы. Сейчас покажу. В какую сторону он ушел посмотреть. Чем ближе к избушке, тем больше следов медвежьих. Это 100%. Так было и будет. Ну вот. Вот следы. Да, медведь. В какую сторону, не понял. Или в эту сторону он. Так. С северной стороны в южную сторону, видимо, прошел. Первые следы медведя. Ну да. Началось. Началось следы. Это уже интересно становится. Но это здесь не такой крупный. Не такой крупный. Айда почуяла, наверное. Не такой крупный, как возле нашей избушки. Там этот медведь тоже жил, но крупный медведь выгнал в прошлом году этого медведя. И следы я также снимал на видео в прошлом году, прошлый поход весенний, там следы были возле речки. И тоже собака Айда там лаяла его. Он не такой крупный был. Но уже год прошел, он тоже крепчает каждым годом. Айда дюхтит. Чувствует, там все равно они отмечают, что-то там запах, наверное, слышно у зверей. Тоже, и
их редко когда можем увидеть там. Не знаю, если удастся, поснимаем, если нет, так нет.